какие-то документы. Вот. А такое вот редко бывает. Вы знаете, я помню вот этот период, потому что вот в момент, когда Светлана Александровна получала немецкую премию, мы с ней познакомились, у нас в магазине снимался фильм немецкими телевизионщиками о ней. И вот с того момента мы стали как-то в меру ее свободного времени общаться и больше внимания уделять ее литературе. Вот почему-то в 2015 году было очень четкое ощущение, почему я помню это, потому что у нас было очень много ее книг на тот момент. Потому что в тот момент, когда объявили о том, что она получила премию, был бум. Покупатели, да, вдруг вспомнили, что у нас есть такой замечательный писатель. К нам приехали огромное количество телевизионщиков иностранных и представителей посольств иностранных. У нас были книги на иностранных языках. И вот это вот ощущение, оно витало вот эти 2 года между премией немецкой и Нобелевской в воздухе, что у нас есть достойный автор, достойные книги, и что, была уверенность, что она получит эту премию, я не знаю, откуда она была. Ну вот у всех она была. Дело в том, что вот поведение Нобелевского комитета в последние десятилетия, оно очень интересно. Ведь претензий к ним было очень много. Вот опять не тому дали, опять дали кому-то малоизвестному, это не относится к Алексеевичу, тут не было вопросов. Но какова их политика была в это время? Они все время пытались расширить тот плацдарм, на котором они работают. Они все время включали какие-то новые направления. Да вот они, например, документалистику раньше отметали просто с порога, да, хотя были прекрасные документальные писатели. Да. Но вот Алексеевич, она пробила эту стену. Вот она стала первая, а дальше это уже признанная отрасль, область литературы, в которой, конечно же, будут там вершинные какие-то достижения тоже, которые будут удостоены каких-то премий. Потом они вдруг, например, Боб Дилан, да, невероятно казалось, рок-поэзия. Вот кто бы мог предположить, что вот такому человеку могут дать? А они говорят, нет, влияние гигантское, выросли несколько поколений на его песнях, на его стихах, и как это можно не заметить? Это веяние времени, да, значит, это направление, ну и так далее. То есть они вот, не успели, к сожалению, умер Филипп Рот, но фантастику очень хотели наградить, и он был несомненным первым претендентом, опоздали.